Или я просто до Светланы Семеновны не могу дозвониться, она будет представлять, открывать или как? Расскажите. Сейчас, секундочку, я уточню. Да, спасибо большое. Можно начинать, Светлана Семеновна сейчас не сможет подойти. Ага. Все, хорошо тогда. Уважаемые коллеги, всем доброго дня. Меня зовут Ширинян Марина Витальевна, я являюсь методистом Центра лингвистического образования издательства «Просвещение». Хотелось бы выразить огромную благодарность Светлане Семеновне за приглашение и возможность организовать такой большой и методический, авторский вебинар сегодня. И вот в рамках сегодняшней нашей встречи ее открою я и проведу небольшой вебинар с вами, после чего буду передавать слово нашим авторам. Так вот, в рамках своего выступления я хотела бы рассказать вам о составе учебно-методических комплектов по английскому языку. Мы поговорим об особенностях известных учебников и новых серий, которые включены в федеральный перечень учебников. Вы также познакомитесь с нашими новыми проектами, и в заключительной части будут продемонстрированы онлайн-ресурсы для организации как очной, так и дистанционной форм обучения. И начать я хотела бы с указа, с приказа Министерства просвещения Российской Федерации, номер приказ 766 от 23 декабря 2020 года о внесении изменений в федеральный перечень учебников. Нужно сказать, что мы гордимся тем, что в федеральном перечне сохраняем все свои позиции и, более того, дополнили его новыми линиями. И вот сейчас хочу обратить ваше внимание на линию УМК по английскому языку, которые вошли в федеральный перечень учебников. Так, выбор для базового изучения английского языка возможен как с линиями УМК «Английский в фокусе», с новой линией УМК «Сферы». Также мы видим, что согласно вышеупомянутому приказу линию УМК «Английский язык» руководителем авторского коллектива, напомню, является Владимир Петрович Кузовлев, также вошла в федеральный перечень учебников. И более того, здесь мы с вами встречаем новую инновационную линию под названием «Вместе» или «Team Up» для вторых и четвертых классов в данном случае, которая была создана в сотрудничестве с британским издательством Пирса. Кроме того, в портфеле нашего издательства представлена новая линия учебно-методического комплекта для начальной школы Ольги Васильевны Афанасьевой, Ксении Михайловны Барановой и Ирины Владимировны Михеевой. Называется данная линия Dialogue with English, которая вошла, как вы видите, в федеральный перечень учебников. А также линии УМК Вибалета Мирем Забатной Enjoy English, линию УМК Вербицкой Марии Валерьевны Forward и линию УМК Ольги Васильевны Афанасьевой, Ирины Владимировны Михеевой и Ксении Михайловны Барановой Rainbow English также вошли в федеральный перечень учебников. Ну и нужно сказать, что школы, как вы видите, обратили внимание на слайдах, школы с углубленным изучением иностранного языка выбирают инновационную линию УМК «Звездный английский» и традиционную линию УМК Ирины Николаевны Верещагиной и Ольги Васильевны Афанасьевой. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на новинки для учащихся начальных классов, которые мы подготовили для вас в этом учебном году. Сейчас перед вами представлены учебные пособия, универсальные пособия по грамматике английского языка, направленные на развитие совершенствования грамматических навыков. Это пособие «Английская грамматика легко» для начальных классов. Автором-составителем его является Радислав Петрович Мирот. Следующее пособие называется «Время грамматики». Автором-составителем является Дженни Дуля. И далее следуют грамматические тренажеры, которые являются дополнительным компонентом линии УМК «Английский в фокусе». И автором-составителем их является Дарья Геннадьевна Юшина.
Кроме того, вы обратили уже внимание на пособие под названием 175 развивающих упражнений для начальной школы. Данные пособия состоят из 6 разделов, в каждом из которых предлагается задание на лексику, грамматику, чтение, письмо и говорение, а также рубрика «Проверь себя». Ну и мы видим, что данное пособие выпускается в двух вариантах, а второе пособие выпускается в варианте с электронной книгой от компании Disney по мотивам мультфильма «Зверополис». Это все, что касается начального общего образования. И давайте сейчас посмотрим на линию УМК, которые вошли в федеральный перечень учебников для основного общего образования. И здесь мы видим, что линию УМК английский в фокусе, линию УМК сферы, а также линию УМК Владимира Петровича Кузовлева сохранили свои позиции в федеральном перечне учебников, а линию УМК вместе или Team Up также уже вошла в этот федеральный перечень. Здесь мы также видим, что линию УМК «Звездный английский» и линию УМК Ольги Васильевны Афанасьевой сохраняют свои позиции. Кроме того, мы здесь встречаем и линию УМК под названием «Мой выбор английский» или Options для 5-9 классов. А данная линия была создана специально для учащихся, начинающих изучать иностранный язык с 5 класса и рассчитана на 2 часа в неделю. Кроме того, в портфеле издательства «Просвещение» представлены следующие линии УМК, вошедшие в федеральный перечень учебников для основного общего образования. Это линия УМК Мирям Завадна Бибалет Enjoy English, Мария Валерьевна Вербицкая Forward и линию УМК Ольги Васильевны Афанасьевой, Ирины Владимировны Михеевой, Ксении Михайловны Барановой Rainbow English. А вот для изучения английского языка как второго иностранного представлена еще линия УМК Ольги Васильевны Афанасьевой и Ирины Владимировны Михеевой. Называется линия «Английский язык как второй иностранный» для 5 и 9 классов. Давайте обратим внимание на пособие уже для основной школы. Здесь мы вновь встречаем универсальные пособия по грамматике под названием «Английская грамматика легко» Радислава Петровича Мильвуда. А также представлены грамматические тренажеры, которые мы подготовили с 5 по 9 классы, и автором и составителем является Тимофеева Светлана Леонидовна. Перейдем к среднему общему образованию. Здесь мы встречаем линию УМК английский в фокусе, линию УМК сферы, линию УМК английский язык Владимира Петровича Кузовлева и линию УМК вместе Team Up. И мы понимаем, что все эти линии сохранили полностью свои позиции в федеральном перечне учебников. Что касается линии УМК «Звездный английский» и линии УМК Ольги Васильевны Афанасьевой, они также полностью закрепили здесь свои позиции. И вновь перед нами линия УМК Options, мой выбор английский, который имеет, как вы видите, продолжение в 10-11 классах. И давайте еще раз посмотрим теперь на представленные линии, о которых я уже неоднократно упомянула. И это линию УМК Enjoy English, линию УМК Forward для 10-11 класса и Forward Plus также для старших классов, и линию УМК Ольги Васильевны Афанасьевой, Ирины Владимировны Михеевой и Ксении Михайловны Барановой Rainbow English. Это все, что касалось федерального перечня учебников. И сейчас, уважаемые коллеги, позвольте познакомить вас с нашим новым проектом. Нужно сказать, что современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и неразрывно они связаны с образованием. Переход на дистанционное обучение также показал важность использования современных цифровых технологий на всех уроках, ну и в том числе на уроках иностранного языка. И вот в связи с этим хотелось бы представить вам очередной наш проект, созданный группой компаний «Просвещение» и КС Холдинг. Уже сейчас нами разработаны 2 многофункциональных учебных пособия по английскому языку для 10 и 11 классов, цифровым дополнением и возможностью доступа через технологию дополненной реальности. Как это работает, да, спросите вы? Что для этого потребуется? Для этого потребуется учащемуся и учителю скачать мобильное приложение, затем открыть его и навести на страничку пособия. Приложение это распознает страницу, и прямо поверх странички появляются кнопки с дополнительным контентом. Цифровое дополнение дает доступ к видеоматериалам, аудиоматериалам с разноуровневыми заданиями по тематике модуля, а также к более 15 видам тренажеров. В тренажерах установлены счетчики слов и секундомеры, которые позволяют ребятам контролировать себя при подготовке. И учащийся может записать свой устный ответ,
Причем хочу отметить, что большинство заданий здесь проверяется автоматически, ну а задания с открытым ответом, например, письменные высказывания с элементами рассуждений или устные ответы, они уже проверяются учителем самостоятельно. Но у него есть удобная форма оценивания с критериями, а вот для форматных заданий используется критерий единого государственного экзамена. Основными задачами, которые призваны решать данные пособия, являются эффективная подготовка к всероссийским проверочным работам, к обязательным и единым государственным экзаменам. Разноуровневые задания, предлагаются здесь разноуровневые задания для эффективной подготовки к олимпиадам, а также возможность использовать для детей с особыми образовательными потребностями и достижения ими более высоких результатов, в том числе на государственной итоговой аттестации. Конечно же, это и повышенная мотивация учащихся, и экономия их времени, и возможность реального использования в условиях дистанционного образования. Коллеги, наверняка вы задаетесь вопросом, как же можно использовать данные многофункциональные пособия. Так вот, поскольку данные многофункциональные учебные пособия с цифровым дополнением были созданы на базе учебника, которые вошли в федеральный перечень учебников, а это линию УМК «Английский язык сферы», с которой мы познакомились ранее, поэтому вы можете их использовать в качестве основного учебного пособия по английскому языку, как дополнение к любому УМК, а также во внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Мы для вас подготовили вебинар. Если вы отсканируете данный QR-код, то сможете пройти на наш YouTube-канал под названием «Просвещение иностранные языки», где размещен видеоролик о многофункциональных учебных пособиях, и с помощью которого у вас будет возможность ознакомиться со всем его функционалом. Ну а сейчас, уважаемые коллеги, позвольте познакомить вас с нашими электронными образовательными ресурсами. Сейчас мы находимся на официальной страничке в интернете www.prost.ru. Когда вы пройдете на эту страницу, по левую сторону экрана продемонстрированы все иностранные языки, которыми занимается наш центр, а именно английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский и корейский. Сегодня нас интересует английский язык, соответственно, вы наводите курсор на раздел «Английский язык», и перед вами открываются вот такие страницы с учебниками из федерального перечня учебников и учебными пособиями. Вы можете выбрать тот УМК, в котором работаете, перейти на его страницу, ознакомиться с особенностями, с структурой. И вот выбрав соответствующий УМК и необходимый для работы класс, у вас будет возможность скачать бесплатно аудиокурс, книги для учителя и рабочие программы. Кроме того, кроме того, у меня, получается, я не совсем поняла, у меня презентацию я загружала одну, а у меня открылась другая. Ее возможно заменить сейчас? Скажите, пожалуйста. Меня слышат? Скажите, пожалуйста. Так, тогда я продолжу и буду уже работать с этим материалом, который загрузился. Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание на указ Владимира Путина о национальных целях развития России до 2030 года. И вот в данном указе прописаны ключевые направления на период 2020 по 2030 годы. В этом приказе говорится о цифровой трансформации в образовании, о модернизации воспитательной деятельности образовательных организаций, а также о ключевых направлениях достижения стратегической цели по вхождению нашей страны в число ведущих стран мира по качеству общего образования. И вот, ориентируясь на данный указ, мы сегодня поговорим об одном из этих ключевых направлений, именно о модернизации воспитательной деятельности образовательных организаций. И вот сейчас я хочу обратить ваше внимание, к сожалению, давайте я попробую все-таки заменить эту презентацию, я не понимаю, почему она не загрузилась, и вам наглядно продемонстрировать, чтобы было очень удобно.
Скажите, пожалуйста, сейчас вам виден экран? Напишите, пожалуйста, в чате. Виден. Замечательно. Давайте тогда вот с этим материалом будем работать. Так будет вам видно. Я боюсь открывать его на полный экран, боюсь, что что-то может у вас будут какие-то технические у нас осложнения. Ну, вот таким образом будем делать. Значит, вот указ, о котором я упомянула, и вот ориентируясь на всю важность и необходимость воспитания патриотизма, формирования нравственных качеств у наших учащихся на уроке иностранного языка, наш центр провел всероссийский фестиваль под названием «Символы Победы», который был приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И результатом проведенной работы было создание электронных сборников по 5 иностранных языкам. Материалы эти представлены в символах победы, раскрывают образы войны и мира и знакомят с подвигами героев Великой Отечественной войны, формируют у наших детей понимание, за что боролись и умирали защитники Отечества. Участие в создании данных сборников является бесплатным, и авторы обучающих материалов получают от нас электронные сертификаты. Отмечу, что положение нами к этим сборникам уже разработано, оно, помимо того, что вывешено на сайте журнала, я чуть позже продемонстрирую эту рубрику, мы готовы также лично с вами поделиться. Далее, в настоящий момент, как вам известно, перед образовательным сообществом нашей страны в качестве принципа государственной политики закреплено воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, родине, семье, повышение уровня умений учащихся представлять свой город и страну в ходе общения с зарубежными сверстниками и гостями страны на английском языке. И вот одним из вариантов решения данного вопроса может служить создание сборников обучающих материалов для учителей английского языка под названием Spotlight on Russia. И здесь я тоже отмечу, что участие в создании данных сборников является бесплатным. Все авторы получают от нас электронные сертификаты, и положение к данным сборникам также разработано, с которым мы с удовольствием поделимся. Вы видите, что подобные сборники мы уже подготовили со многими регионами нашей страны и уверены, что созданные вами обучающие материалы и задания будут широко использоваться коллегами как в рамках урока, так и на лективных курсах и в неурочных занятиях. Кроме того, как вам также известно, все учебники линии УМК «Английский в фокусе» содержат раздел Spotlight on Russia, который посвящен разным аспектам российской культуры в соответствии с тематикой модулей. В 2017 году начал работать российский интернет-журнал Spotlight on Russia. Это блок учительских и ученических работ, который выступает дополнительным образовательным ресурсом к линии УМК «Английский в фокусе». А в этом году ему исполнилось 4 года. И за время этой работы данного проекта на странице журнала было опубликовано более 250 работ ваших коллег из разных уголков нашей страны. И обратите еще, пожалуйста, внимание, что по левую сторону экрана открыт новый раздел под названием «Региональные сборники». Пройдя по этой ссылочке, вы переходите вновь на страничку журнала, а именно на страницу обучающие материалы Spotlight on Russia. Вот такая очень удобная навигация. Следующие обучающие материалы называются обучающие материалы из опыта учителя. Здесь мы приглашаем принять участие всех учителей иностранных языков и предлагаем вам поделиться своим опытом работы в условиях современной школы, написать об этом статью на конкретную тему, которая уже зафиксирована в информационном письме. И нужно сказать, что, опять же, публикация в журнале является бесплатной, всех авторов мы поощряем электронными сертификатами. И обратите внимание, что для подготовки подобных сборников нам необходимо от 1 до 1,5 календарного месяца. Поэтому если сборник вам необходим к определенной дате, пожалуйста, исходите из данных цифр. Подобные сборники мы выпускаем и с учителями немецкого, французского, испанского, итальянского, корейского и китайского языков. А вот следующие сборники, на которые хотелось бы обратить ваше внимание, называются специализированные сборники по УМК издательства «Просвещение».
Здесь предлагаются разноплановые статьи, посвященные особенностям обучения с тем либо иным УМК. Предлагается информация о различных дополнительных материалах, которыми вы можете воспользоваться на своих уроках, а также предложены материалы по методике обучения иностранным языкам. Обратите внимание на еще наши несколько проектов, первый из которых «Готовимся к ЕГЭ вместе». Данные сборники были разработаны совместно с выпускниками 11 классов, которым уже понятен алгоритм выполнения заданий экзаменационного формата. В этих сборниках предлагается система подготовки к всероссийским проверочным работам, к обязательным единым государственным экзаменам по пособиям ведущих российских и зарубежных лингвистов. И мы будем очень рады, если вы примете участие в данном проекте. Совершенно новый для вас раздел называется «Методические материалы к текущему учебному году». И здесь мы для вас подготовили календарно-тематические планирования ко всем линиям УМК по английскому языку, а также книги для учителя ко всем линиям УМК по английскому. И здесь я вот хочу обратить внимание на буквально новый раздел, который вот-вот откроется в ближайшее время, но забегая вперед, уже хочу вас с ним познакомить. Как вам известно, в новых федеральных государственных образовательных стандартах, утвержденных 31 мая 2021 года, подчеркивается необходимость создания условий, обеспечивающих возможность формирования функциональной грамотности обучающихся. И, кроме того, еще запущен федеральный проект Министерства просвещения под названием «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся», который поможет решить существующие проблемы. И вот в представленных материалах, которые размещены также вот в разделе «Методические материалы к учебному году», а именно в рубрике «Развитие функциональной грамотности обучающихся», здесь предлагаются примеры заданий для формирования читательской, математической, естественно-научной грамотности в начальной и основной школах. И данный раздел, обратите внимание, будет пополняться материалами и из других линий УМК. На данный момент представлена здесь линия УМК «Английский язык» Владимира Петровича Кузовлева. Кроме того, дорогие коллеги, обратите внимание, что на сайте журнала работает раздел «Региональные конкурсы», где для вашего удобства мы разместили все информационные письма для участия в конкурсах, обучающие материалы из опыта учителя, Spotlight on the Region и символы победы. Здесь мы разместили материалы отдельно как для методистов, так и для учителей. И если вы желаете принять участие в одном из этих мероприятий, то можете воспользоваться данными информационными письмами. Хотелось бы обратить внимание на методический журнал, о котором уже столько говорилось, и давайте на него уже непосредственно посмотрим, взглянем на него. Называется он «Просвещение иностранные языки», которому в этом году исполняется в ближайшее время, а именно 11 ноября 10 лет. За это время, за время работы журнала было опубликовано более 2000 авторских методических статей, а также материалы ваших коллег со всех уголков нашей страны. И обратите внимание, что журнал не только знакомит вас со статьями авторов, методистов, учителей по работе с учебниками, дополнительными пособиями издательства, но он дает возможность еще принять участие в создании обучающих сборников. Он еще дает возможность присылать нам свои собственные материалы для публикации в журнале. И напоминаю, что публикация в журнале является бесплатной. Со всеми требованиями вы можете ознакомиться на страничке журнала в демонстрируемой рубрике, и авторы опубликованной статьи получают электронные сертификаты. И позвольте вас познакомить с еще одним уникальным образовательным ресурсом. Это уже видеоверсия журнала «Просвещение иностранные языки», размещенная на YouTube-канале. Он также называется «Просвещение иностранные языки». Здесь мы помещаем записи всех наших вебинаров, видеолекций, образовательных роликов по проблематике изучения иностранных языков. И на данный момент, как вы видите, записи распределены на несколько плейлистов, в каждом из которых, как учителя, учащиеся и даже родители, могут найти для себя массу интересной и полезной информации. Мы также приглашаем вас воспользоваться каталогом видеоматериалов. Для этого вам необходимо отсканировать представленный QR-код. Здесь для вашего удобства мы собрали все видеоматериалы, видеоролики, видеолекции по всем линиям УМК, учебным пособиям, а также по проблематике изучения всех иностранных языков.
Дорогие коллеги, если вы заинтересовались нашей учебной литературой, прошу обращаться по контактам, которые вы видите на своих экранах. А в официальном магазине, интернет-магазине издательства shop.prost.ru можете приобрести учебники и дополнительные компоненты к ним. Пожалуйста, запишите еще один наш контакт, это адрес электронной почты languagesobakaprost.ru. В случае возникновения вопросов методического характера, организации совместных мероприятий, мы будем рады вам помочь и вас поддержать. Дорогие друзья, если есть вопросы, то я готова ответить. Пожалуйста, напишите в чате. Если нет вопросов, тоже напишите, чтобы мы могли уже переходить к следующему выступающему. Так. Ну, я так понимаю, вопросов нет. Спасибо большое всем за внимание. Ну, а я, в свою очередь, приглашаю следующего спикера, а именно автора линии УМК «Английский язык», «Английский фокусе» для 5-9 классов Ольгу Евгеньевну Подоляка, которая расскажет уже о системной подготовке к итоговой аттестации, а не на обязательном государственном экзамене, который не ограничивается тренировкой выполнения заданий экзаменационного формата. И на сегодняшнем онлайн-семинаре будут рассмотрены формы работы по достижению метапредметных результатов в аспекте их роли в эффективной подготовке к обязательному государственному экзамену. Ольга Евгеньевна, я передаю вам слово, пожалуйста. Помогите нам, пожалуйста, подключить презентацию. Сейчас я ее удалю. Так, вот. Здравствуйте, коллеги. Меня слышно, видно? Я могу начинать, да? Да, начинайте, пожалуйста. Спасибо, Марина Витальевна, за вашу интересную информацию. Я слушала ваш семинар, вашу часть семинара. Для себя тоже много полезного вынесла. И мы продолжаем наш сегодняшний разговор. Добрый день, коллеги. И тема итоговой аттестации, в нашем случае ОГЭ, всегда носит особый характер. Невольно учитель от таких семинаров ждет чудо-советов, как вот успешно подготовить учеников к экзамену. Однако аспект нашего сегодняшнего разговора, он новый. Не как готовить, а часто в практике бывает, что готовим отложить в сторону учебник, целиком сосредоточившись на пособиях, на прорешивании демоверсий и формата экзаменов пособиев. А вот как разглядеть и оценить и использовать эффективно ресурс учебника в обеспечении полноценной подготовки или в обеспечении готовности учащихся к ОГЭ. Мы все с вами знаем, мы к этому все вместе идем, что в конце этого учебного года, то есть ЕГЭ-22, это будут сдавать ученики, которые начали свой школьный путь 10 лет назад первоклассниками уже по ВГОС, тогда новому ВГОС. И этот переход очень непростой. Вот этот ЕГЭ на основе ВГОС, он очень непростой. Поэтому ФИПИ проводит с начала этого года календарного семинары для руководителей разного уровня по переходу, по системе подготовки, по обеспечению успешной подготовки к этому. Потому что на самом деле сложность в переходе к ЕГЭ нового формата не просто освоение этого нового формата, а это выход на экзамен, который аккумулировал в себе достижение всех 3 групп результатов. Ну, личностных мы знаем, это долговременный результат метапредметных и предметных. Это очень важно. А успешность вот этого экзамена зависит от того, насколько в школах, на местах, насколько освоена, насколько эффективно идет работа по новым ВГОС. И вы знаете, что в отношении выпускников основной школы в 2020 году мы с вами обсуждали в начале года
учебного, перспективную модель ОГЭ, и обсуждали задания, включенные туда в перспективную модель, казались очень сложными и не ввели тогда в полном объеме. Вот тогда из запланированной перспективной модели ОГЭ она не нашла своего места в практике. Тем более так сложился 2020 год, что экзамена вообще не было, да, из-за пандемии ковида. А вот в обновленные материалы 2021 года мы сейчас с ними и будем работать, да, вот уже вошли отчасти те требования, которые возможны только при работе по ГОСу, работе по действующим 2012 года государственному образовательному стандарту. Итак, вот в такой реальности проанализированы вообще ход освоения, ход работы по ВГОС в школах, и ПИПИ в таких, может быть, жестких формулировках, но свело вот эти сложности вот к таким тезисам, они перед вами, что очень часто общие цели школьного образования сводятся к сдаче экзаменов, что неуверенность у детей, у родителей в том, что школьные уроки приведут их без дополнительных занятий, без дополнительного натаскивания на формат, приведут их к успешной сдаче экзамена. То есть такая ситуация, когда теряется единое образовательное пространство школы, межпредметные связи. А то, что в стандарты заложена идея метапредметности, и она, пожалуй, самая важная, самая революционная, что учимся мы для жизни, учимся на всех предметах, осваиваем умения, которые будут востребованы в жизни. Вот это мы помним, и с этим приступаем к нашей теме сегодняшнего разговора. Итак, имеем в виду все требования к результатам освоения основных образовательных программ ВГОС и понимаем, что достижение всех трех групп результата вот в условиях сегодняшней школы, оно справедливо и действует как для каждого отдельного урока, начиная с его замысла, планирования, заканчивая рефлексией, так включает в себя также как часть этого образовательного процесса также требования и к экзаменам. Мы с вами говорим про работу по учебнику английский в фокусе, учебнику, который Марина Витальевна сказала, в числе включенных в федеральный перечень. Говорим точнее о учебниках 5-9, учебниках для основной школы. То есть и мы листать-то с вами будем страницы учебников всех, не только 8 и 9 класса. Мы именно увидим с вами систему, которая обеспечивает готовность выпускников 9 класса по ОГЭ. Об успешности этой работы, в принципе, говорят уже вот многолетние результаты тех, кто сдавал экзамен по выбору, экзамен по иностранному языку, работая по учебнику английский в фокусе. Опять же, Марина Витальевна говорила вам о федеральном проекте формирования функциональной грамотности, и мы с вами знаем, и вы наверняка последние год-два были участниками, наверное, семинаров разного уровня по функциональной грамотности. И поэтому определение, которое я сегодня нам напоминаю, функционально грамотного человека, который принадлежит академику Леонтьеву, оно для вас не ново, но мы с вами должны это помнить, имея в виду, что это вот и наш выпускник, который приходит к сдаче ОГЭ. То есть человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни, в течение нашего школьного курса в частности, знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. В связи с функциональной грамотностью мы с вами наверняка говорили вы уже, и мы должны это помнить, что помимо знаний, вот в число вот этих китов, 4 китов,
в моделях образовательных достижений как России, да, так и зарубежных стран, кроме знаний, входит обязательно действие, это наш системно-деятельностный подход, это обязательно ценности, это личностное развитие, это вопросы воспитания, и это развитие. Это формирование универсальных учебных действий, достижение метапредметных результатов, которое ведет к учебной самостоятельности в частности. Эти все категории, которые имеют прямое отношение к ОГЭ в частности. Потому что всегда мы с вами говорили, что цель итоговой аттестации по иностранным языкам – это определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции. То есть это достижение предметных результатов. Сегодня мы рассматриваем ОГЭ как форму итогового стандартизированного контроля и достижения в его рамках метапредметных результатов, что совершенно неразделимо. Давайте обратимся к основным документам, к сайту ФИПИ, да, посмотрим на спецификацию кодификатора 2022 года. Да. Прямо по видам, по разделам экзамена, по видам речевой деятельности. Итак, мы с вами смотрим аудирование. И мы с вами, вот даже просматривая спецификацию, мы с вами видим в третьем задании понимание в прослушанном тексте запрашивания информации и представление ее в видении сплошного текста, таблицы. Это новое. И вот сейчас идет общественное обсуждение, да, бурное общественное обсуждение ЕГЭ, где тоже включена работа с нелинейными текстами. И это очень большой такой резонанс отрицательный возникает. Ну, какие напрашиваются? То есть учителя говорят, что к этому не готовы дети, и это не нужно, и это трудно. Но на самом-то деле это заложено в учебнике давно. Если этого учитель не игнорирует, если он представляет себе важность работы с линейными текстами, мы с вами об этом поговорим немножко попозже, когда будем говорить о чтении, то ученики к этому готовы, должны быть. А также вот если мы посмотрим с вами в кодификатор и посмотрим требования к результатам освоения программы, мы увидим, кроме обыкновенных, обычных наших коммуникативной культуры и умений аудирования, мы с вами находим такое положение, как нужно определить тему звучащего текста. Тему – это тоже умение, над которым нужно работать, которое само не дается. Вот они, все три вида задания из демоверсии. Да? И мы сейчас посмотрим, как же учебник обеспечивает тут, пожалуйста, multiple choice, говоря языком таким методическим нашим в первом разделе, да, multiple matching во втором, да, и третье, извлечение заданной информации. Я бы хотела еще обратить ваше внимание на формулировку заданий второго, например, третьего аудирования. Вы готовите тематическую радиопередачу с высказыванием 5 разных людей, обозначенных буквами и так далее. Да? Вы готовите, то есть имеется в виду какой-то проект. В третьем задании вы помогаете своему другу, юному радиожурналисту, проанализировать подготовленное им для передачи интервью. Опять же, совместная деятельность. Вот это не просто формально так сформулировано. Это для того, чтобы приблизить экзамен к практике, практической деятельности, в центре которой, опять же, как в центре нашего образовательного процесса, в центре работа с проектом как формы коллективной деятельности. Это научение работы в команде, тоже метапредметное умение. Поэтому говорить о том, что метапредметные умения сплетены очень плотно в канву экзамена, это не просто слова.
И вот если посмотреть поподробнее на вот это обновленное задание третьего аудирования, то мы увидим, что здесь проверяется умение воспринимать на слух, понимать запрашиваемую информацию в тексте, содержащем некоторые неизученные языковые линии, и умение представлять полученную информацию в виде нелинейного и сплошного текста. Вот опять же на сайте ФИПИ в аналитических материалах ЕГЭ, правда, потому что ОГЭ так не анализировалось в прошлом году, вы же помните ситуацию. Контрольной работы по контрольно-измерительным материалам экзамена был заменен экзамен, устная часть отсутствовала. Так вот, говоря об итогах ЕГЭ за 2021 год, ну, мы с вами это переносим вполне и на ОГЭ, потому что эти же умения там заложены в проверку. Была отмечена экспертами несформированность следующих предметных умений. Неумение выделять основное содержание и запрашиваемую информацию на основе ключевых слов и фраз. И неумение выделять эти ключевые слова и ключевые фразы. Очень существенные вещи, которые не позволят даже при хорошей языковой подготовке, при достаточно высоком, может быть, уровне организации практики аудирования и работы с форматом, не позволит успешно выполнить задание. Итак, мы с вами пролистываем учебники, начиная с 5 класса, и видим, что в разделах аудирования, listening, вот те самые форматы, о которых мы сейчас с вами говорим, multiple matching, multiple choice, не только как форматы, но и как требующие определенных умений задания, они практикуются буквально с 5 класса. 5, 6 класс, 7 класс, и мы видим, что в частности в аудировании, как мы увидим во всех видах речевой деятельности, мы с вами увидим, что таблички study skills, которые аккомпанируют, которые сопутствуют этим материалам, они делают акцент на определенных умениях, на определенных видах действия. Так вот и здесь. Вот, например, анализируется multiple matching, анализируется этот формат задания. Как с ним работать? Здесь очень важные даются hints, очень важные дается инструмент. Single words related to each prompt. И так вот учитель должен с этим работать, и тогда ученик будет вооружен определенными умениями, которые позволят уже на уровне 8-9 класса уже приблизиться к выполнению заданий. Вы видите в учебнике, в теле учебника. Все ученики выполняют задания экзаменационного формата или приближенные к нему. Мы с вами сегодня говорим в основном об учебниках, и то я опасаюсь, что, может быть, времени не хватить, но постараюсь потом там немножечко ужаться. Но вы должны помнить, что ядро УМК, учебник, рабочая тетрадь и книга для учителя, они только вместе работают хорошо. Так, если говорить о аудировании, в книге для учителя, скрипты, все tape scripts, они необходимы для начала, может быть, для начальной стадии, а потом для индивидуальной поддержки учеников при обучении аудированию, при выполнении заданий. Там же содержатся в книге для учителя и все ключи, а на сайте МК, сказала об этом и Марина Витальевна, и я вам еще раз говорю, что размещены все аудиоматериалы. Иногда возникает трудность, возникают вопросы у участников семинара, где взять вот аудиоприложение там, к тестам, где взять аудиоприложение к рабочей тетради, и всегда там находят. Помните выход на сайт, выход именно на этот компонент УМК, и там указано также прямо рядышком, там под обложкой, дополнительные материалы. И вот с такими значками даются вещи, которые даются ссылочки, по которым можно скачать эти материалы. Вот, если говорить об обновленном задании, вот новый формат. Ну что значит учебник, сделанный по ВГОС? Где анализируется не только на формат экзамена, а на те умения, которые зафиксированы в документе. Поэтому
благополучно мы с вами, не имея этого задания в экзамене, мы с вами вместе с детьми прорабатывали и работали с упражнениями на аудирование, на извлечение заданной информации. Это было, это есть. И еще невозможно не сказать о том, что о тесной связи аудирования со смысловым чтением. И здесь я должна чуть-чуть остановиться вообще на системе работы, вот в нашем учебнике, на системе работы над текстами. На прогнозирование содержания текста по началу текста, по иллюстрациям, по заголовку. Что нам это дает? Это первый шаг в освоении умений смыслового чтения. А потом, когда они уже и замотивировались своими прогнозами, они готовы уже проверить, прочитать этот текст, выполняется задание listen, read and check. И вот здесь listening, здесь аудирование этого текста, правильное чтение, модельное чтение, оно является неотъемлемой частью первого знакомства с аудиоматериалом. Это нужно тоже понимать. Немало у нас заданий, когда у нас аудирование невербального фрагмента является тоже частью образовательного процесса. Когда вот как здесь, listen to the sounds and look at the pictures, what do you think it is like there? Когда они прогнозируют ситуацию, исходя из аудиоматериала. Рассчитано на правополушарных детей, рассчитано на всех детей по развитию правополушария, развитию воображения в частности. Но то, что аудирование во всех формах неотъемлемая часть образовательного процесса, это совершенно видно. И нужно понимать, что не только учим аудирование там, где стоит listening, reading and listening, как здесь, да, но в любых разделах может значиться слушание или чтобы проверить ответы, да, или слушание текста, как мы говорили, или функциональных диалогах, где вообще они очень значимы, аудирование, дается модель для подражания, модель фонетическая, отдельных реплик. Аудирование – неотъемлемая и очень важная часть всего процесса обучения. И на экзамен оно выводится в той или иной форме, к которой дети, как мы увидели, готовы. Вот я еще раз хочу показать. Вот так же показывается, например, какой-то компонент УМК на сайте, и к нему даются дополнительные материалы, подробнее об УМК. Вот здесь и находится аудиоприложение. Теперь также от чтения. Да, постараемся поскорее, не совсем укладываемся во время. И здесь практически все осталось неизменным. Да? True, false осталось задание. И задание найти, раньше был ответ на вопросы, да, в абзацах найти. А теперь заголовок. А теперь нужно найти информацию. Вы видите, как опять изложен этот пункт экзамена. Вы проводите информационный поиск в ходе выполнения проектной работы. И вот определите, опять же, это сделано с какой целью? Во-первых, проектная деятельность, она и в ЕГЭ, она более тесно интегрируется. И здесь мы видим, даже из формулировок, и здесь должны они найти этот информационный поиск, к чему дети готовы. Хотя вот в анализе итогов экзамена за прошлый год говорится о несформированности по чтению, говорится о несформированности следующих предметных умений. Неумение выявить основную тему текста и кратко ее сформулировать, неумение выявить основное содержание текста, следовательно, неумение соотносить развернутый текст и его основную мысль, которая в заголовке выражена, неправильное выделение ключевых слов и фраз. В учебнике все это есть. Вот пара слайдов про значимость проекта, но я сейчас вам об этом рассказывать не буду. Вы все это знаете из практики, что это практически в каждом модуле. А проект есть, особенно
Culture Corner, Across the Curriculum, есть эти проекты. И поэтому включены они и в Spotlight on Russia, и они имеют межпредметный характер. Некоторые из них, особенно в 7 классе, они основаны на анализе школьной жизни, межпредметные с привлечением опыта семьи, с привлечением знаний из других предметов. А в 8 и 9 старших классах с краеведением, с исследованием краеведческого материала, с исследованием материалов, которые релевантны по возрастным интересам, например, по вузам. И, конечно же, самый главный метапредметный результат, которого мы достигаем на наших уроках, это, конечно, смысловое чтение. Вот развитие умений смыслового чтения, да, оно заложено в ГОС, и оно имеет первостепенное значение для учителей всех предметов. А уж мы, учителя иностранного языка, нам сам Бог велел с этим работать очень плотно. Вот это включает умение определять тему, мы с этим работаем, прогнозировать содержание текста, мы говорили, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов. И мы исследование ПИЗа, про которую я сегодня не буду ничего говорить, у нас сегодня тема немножечко, хотя все взаимосвязано, да? Но вы знаете, по итогам ПИЗа 2018 года 31 место только принадлежит нам, нашим российским школьникам, по грамотности чтения. Хотя мы знаем, что по итогам международного тестирования 11-летних школьников по освоению техники чтения, по уровню чтения на родном языке, естественно, Россия занимает первое место. А 15-летние школьники, 4 года школьного обучения, именно на 31 месте. Почему? А потому что всему тому, о чем мы говорили, никто детей не учил. А мы теперь учим, и это включено, естественно, в экзамен. Вот мы с вами практически об этом уже поговорили, что именно работа над развитием умений смыслового чтения, оно подразумевает, что ученик уже умеет и главную идею текста определить, и интерпретировать текст, и критически оценивать его. Ну, давайте посмотрим. Опять же, посмотрим. Самые разные берем мы классы. Вот 7 класс. Прогнозирование содержания. Очень часто прогнозирование идет не только содержание текста, а вообще темы урока, содержание тематического урока. То есть мотивация, работа на мотивацию, когда они должны прочитать текст и отметить данные statements, данные положения еще до начала, может быть, текста, предположить, что-то у меня пропала моя презентация. Угу. Так, очень важное значение имеет работа с несплошными текстами. Мы с вами уже это видели. Несплошные тексты – это тексты, у которых несколько источников информации, у которых здесь мы видим, к ним относится, опять же, это приближение к жизни. Это работа с диаграммами, графиками, работа с меню, афишами. И в наших учебниках они встречаются и используются и как опора для устной речи. И совершенно очевидно, что работа с несплошными текстами, при систематической работе с ними повышается способность к решению учебно-практических задач. Использование этих текстов, оно дает возможность
выработать умение вычитывать как явную, так и информацию, так и подтекст. У нас это встречается в разных классах и используется как работа с текстом уже после прочтения, так вот как, например, в 9 классе работа урока Going Green и Waste. Да? Здесь, наоборот, до чтения, соотнесение своего личного опыта с обобщенным уже опытом. Совершенно очевидно, что это имеет большое значение для формирования культуры, для формирования мировоззрения, в данном случае для формирования экологической культуры. Большое значение имеет для учителя, работа с рамками study skills. Уже на уровне 5 класса при обучении чтению мы учим making notes, составлять тезисы. А что такое составлять тезисы? Это значит главную мысль абзаца, части текста найти и составить тезис, или заголовок ему дать, исходя из главной мысли текста. Если эти умения развивать в системе, мы уже дойдем и до высот. В 8 классе при чтении, при обучении чтению, мы с вами уже говорим о том, что в study skills осваиваются такие способы действия, которые имеют где-то предметный характер. Reading effectively, это не только на английском языке, да? Или choosing headlines, да? Или completing a text gap filling в тексте и так дальше. То есть мы приходим к системе, приходим к уровню требований экзаменационных текстов. Контекст clues в 8 классе. То есть чтение на том уровне, в тех форматах, которые выносятся на экзамен, оно подготовлено всем ходом обучения чтению по учебнику. Вот здесь вы встретили matching keywords, работа с ключевыми словами находит отражение в каждом классе. Ну, раздел грамматика и лексика, мы просто на него посмотрим, потому что здесь естественно совершенно, что здесь объектом являются языковые единицы, навыки их употребления в коммуникативно значимом контексте. И здесь мы увидим с вами, что здесь над всем вынесенным на экзамене систематическая работа ведется, в частности, над словообразованием уже в 5 классе, в 6, а в 7 мы видим, что уже word formation выносится уже на модульную страницу, уже регулярную имеет совершенно свое место в модулях, а в 8 классе более обобщенный характер на странице English in Use. И мы видим, что здесь очень важно, и это отмечают эксперты, очень важно при выполнении экзаменационных заданий по лексике и грамматике уметь определять части речи в контексте. Вот это важнейшее умение. Иногда учителя как-то не занимаются этим напрямую, вопреки имеющимся ресурсам учебника. И оттуда результаты ниже, чем хотелось бы. Мы это делаем. Мы делаем уже в 5, 6 класс. Делаем, например, вводя слова, знакомя детей с конверсией, как со способом словообразования, когда им нужно определить часть речи. Или, например, когда знакомимся с словарями, говорим о значении, о том, что содержит словарная статья, какую информацию, и в частности о частях речи. Есть определенные задания, которые сосредоточены на работу с указанными частями речи. Есть, и они встречаются, причем не только в специальных разделах вокабуляр, хотя вот в 8-9 классе мы встречаемся с вами с рубрикой Words Often Confused, тоже очень важно для лексики. Часто смешиваемые, трудно дифференцируемые по значению слова. И тоже часть речи здесь важна. В
Все вот это создает основы для успешного выполнения экзамена в разделе лексика и грамматика. Таблицы словообразования в обновленных редакциях учебника, они присутствуют в каждом учебнике. Грамматическая составляющая, задание на формообразование, грамматическую трансформацию во всех классах согласно уровню. И мы видим, что потихоньку от предложений мы переходим к текстам, к контексту. Grammar revision, например, tenses в 8 классе идет в каждом уроке English in Use. И это уже тексты, это связанные тексты. И это очень и очень важно. Раздел Grammar Check добавлен в учебнике 8-9 класса, который позволяет и индивидуально доработать, и сделать акцент, и сделать остановку на трудно воспринимаемых темах. И задания по лексике и грамматике мы встречаем с вами даже на уроках, которые ничего общего не имеют, просто так. Это не стоп-грамматический урок. Это, например, Going Green, Recalcitrant Chicone, а задания по лексике и грамматике. Письмо. Отличий немного. Отличие такое, что теперь только электронное письмо личного характера. Ну, это, конечно, опять же, шаг в приближении этого формата экзаменационного к жизни, к реалиям, к нашему сегодняшнему дню, откуда бумажные письма, увы, вышли, а также это ответное письмо стимул. И также мы видим систему, 5 класс, 6 класс, когда у вас написание письма, 7 класс, да, и посмотрим, что здесь есть и в рабочей тетради отдельные страницы, начиная с 5 класса, которые посвящены письму, в частности, написанию электронного письма. И письма тоже. Study skills, которые нам позволяют остановиться на различных аспектах написания письма. И по организации, по лейауту, по использованию языка. Все это приближает к тому, что в 8 классе специальный урок Writing Skills дает, согласно тематике, согласно программе, дает немного теории обобщенной, немного материала, выжимку по лексико-грамматическому своеобразию жанра, в частности, личного письма. И мы приближаемся к очень важной study skills по организации проверки написанного, это не только к письму имеет значение. И таким образом мы выходим на письмо. Пролистаю вот несколько слайдов, посвященных нашему пособию. Хочу обратить внимание, что вот это пособие на тренировочные упражнения в формате ГИА – это только тренировочные упражнения. В форматах, приближенном к экзаменационным, на материале, который лексически соответствует нашим модулям. Но мы опять же не используем исключительно как пособие. Мы не можем им заменить учебника или рабочие тетради, потому что именно там формируются все три, организуется над всеми 3 группами результатов. А это всего-навсего нам пособие. И осталась у нас с вами устная речь. Устная речь, вы видели, как познакомились с результатами, с материалами ЕГЭ 22, видели, что теперь второе задание, да, интерактивный диалог-расспрос, да, условный диалог-расспрос, он и туда введен в ЕГЭ. То есть вот эта форма, она прижилась, она востребована, она объяснима. Также осталось чтение вслух, также осталось монологическое высказывание с добавленным еще в 2019 году, в 2020 году, но его же не было, никто не сдавал устную речь. What your attitude to reading is. То есть о своем личном отношении к предмету разговора. И это новое. Чтение вслух. Учебники находят отражение в 5, в 6, в 7, или оно просто дается read the text aloud, read out dialects.
или read the text aloud as it for a radio program, то есть включая там элементы какой-то, может быть, там игры, драматизации. При этом идет систематическая работа над фонетическими навыками, а в 8-9 классе над интонацией. Все заложено в учебник. И в 9 классе даже в тело учебника включено чтение вслух вот в формате ОГЭ. Так же, как и над диалогом-расспросом. Так же, как над диалогом-расспросом. Учебный диалог-расспрос в 9 классе мы видим прямо вот в экзаменационном формате данные задания. Монологическое высказывание, очень большой выбор форм, и никогда, вот посмотрите, никогда нет, вот посмотрите на speaking tasks после текстовые, никогда это не пересказ текста. Есть summary на некотором этапе, краткий пересказ, мы умеем сокращать, выделять главное. Но так или imagine you are one of these teenagers, say, where and one and so on. Or use the graph to tell the class what high-tech gadgets British teenagers have got in their bedrooms. Так или иначе, эта монологическая речь, она мотивирована и спровоцирована какой-то ситуацией. Это не механический пересказ. На развитие умения монологического высказывания задания рубрики Think в 8-9 классе нацелены, когда дети должны интерпретировать или свое отношение, свое понимание каких-то мудрых фраз изложить и так далее. Итак, выходим на экзаменационный формат уже в 8-9 класс по предложенному плану с изложением личного отношения. Еще очень важный и последний момент в нашем разговоре. В 8 классе мы в конце учебника, это издание с 2018 года, по-моему, Speaking Practice Section наличествует. Когда устной части экзамена посвящается определенный материал в качестве приложения, и на каждый вид работы, вот как здесь reading aloud, представлено study skills, то есть обобщающее повторение, что же нужно иметь в виду. Здесь вот анализируются критерии оценки, зачем нужно следить. И дальше материал, и дальше даже вот материал для самооценки, для рефлексии. Понятно совершенно, что вот такая работа с этими приложениями, она формирует такие очень важные метапредметные умения, как умение анализа, самоанализа, умение рефлексировать, умение отслеживать успешность своей деятельности. То же самое вот к условному диалогу расспросам. Answering a telephone survey. Вот вообще организация опросов, она также теперь нашла свое отражение и в новом варианте ЕГЭ. Итак, это очень важная рубрика, имеет уже вид exam practice section по всему экзамену в 9 классе, включая письмо, включая устную часть ОГЭ. И мы с вами потихонечку, немножко закруглившись, подошли к концу нашего разговора. То есть сейчас, организуя подготовку к ОГЭ, вы главным оставляете учебник, если вы работаете по английскому фокусу. Имея в виду метапредметную составляющую экзамена, вы не игнорируете рамочки study skills. Вы при рефлексии, при организации рефлексии отслеживаете те способы действия, те действия универсальные учебные, которые освоили учащиеся при работе над этим материалом. Акцент делается на самостоятельную деятельность участников экзамена, в данном случае ОГЭ, на сокращение возможности использования домашних заготовок. Никаких топиков, никаких заученных, там все должно основываться на умениях, которые вы вырабатывали, работая по-новому и работая по новому учебнику. Вот все вот это в учебнике есть. И я хотела бы только еще на такой ресурс обратить ваше внимание, опять же, на сайте ФИФИ, как навигатор подготовки к ОГЭ.
И если вы посмотрите, вот передо мной табличка чтения, вы видите, где взять информацию по теме. И указано не пособие, а указаны учебники. Вот это главная идея, что учебник не в сторону, а учебник до конца, по всем видам речевой деятельности, с акцентом на то, о чем мы сегодня говорили, и он приводит к успешной сдаче экзамена. Я благодарю вас за внимание, извиняюсь перед коллегами за небольшое опоздание, я чуть позже начала. Перед вами контакты, и опять же есть даже мой личный сайт, почта, если есть какие-то вопросы, на которые уже, к сожалению, и вопросов я в чате не вижу, и отвечать нет времени. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания. Ольга Евгеньевна, спасибо большое за ваше выступление. Ну, а мы движемся дальше. И сейчас, уважаемые коллеги, для вас выступит старший преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования Института развития образования Липецкой области, член авторского коллектива линии УМК «Английский язык» для 2-11 классов. Напоминаю, руководитель авторского коллектива является всеми любимый Владимир Петрович Кузовлев. И перед вами сейчас выступит Ольга Викторовна Дуванова, которая расскажет о том, как коммуникативная технология, заложенная в данной линии УМК, обеспечивает достижение 3 групп образовательных результатов и помогает подготовить ребят к итоговой государственной аттестации. Пожалуйста, Ольга Викторовна, вам слово. Так, меня видно уже, скажите, пожалуйста, а то тут мы еще все такие специалисты, напишите, пожалуйста, в чате, я как бы себя вижу и вроде бы нормально. Да, все, хорошо. Так, видно, слышно? Да, еще вот напишите, а то не видно, не слышно, потому что тут такая система подключения. Все видно, да, наверное, все хорошо, да. Ну, продолжаем разговор. Да, меня зовут Ольга Викторовна Дуванова, уже да, Марина Витальевна представила. Я сегодня будем с вами говорить, продолжать разговор про коммуникативную технологию. Мы сегодня говорим о технологиях достижения образовательных результатов. И вот наша презентация, моя презентация, презентация нашего авторского коллектива посвящена коммуникативной технологии как средство достижения образовательных результатов. Ольга Евгеньевна, предыдущий лектор, она несколько раз подчеркивала, что действительно нужно работать с учебником. И очень важно обращать внимание не только на предметные результаты, да, потому что мы знаем, что в ВГОСе и в предыдущем, и в новом принятом большое внимание уделяется как предметным, так и метапредметным и личностным результатам. И если сейчас существующие ОГЭ, существующие ЕГЭ, даже если они обновляются, мы видим обновления, которые нам каждый год поступают, они уже у нас
меняются, и мы видим, что там уже идет проверка тех же, можно увидеть, метапредметных результатов, то помните, что существующие ОГЭ и ЕГЭ, они еще как бы завершают ВГОС предыдущего поколения, потому что по ним сейчас проходит как бы контроль дети, те, которые учились по предыдущему ВГОС. Поэтому очень нужно внимательно смотреть, что же сейчас у нас написано в образовательных результатах в новых ВГОС начального общего и основного общего образования, чтобы следовать им и чтобы ваши дети были готовы сдать любую аттестацию, какая бы она ни была, и даже международные экзамены, международное тестирование и так далее и тому подобное. Какие же средства образовательных результатов, достижения образовательных результатов заложены в УМК нашего авторского коллектива? Конечно, это концепция, то есть научная подоплека, которая держит все и связывает все. Коммуникативная концепция иноязычного образования, развитие индивидуальности в диалоге культур. Ефим Израилевича Пасова. Я думаю, имя этого методиста великого, ученого, оно вам хорошо известно. Также описание образовательных результатов и средств их достижения в авторской рабочей программе. Потому что мы знаем, что авторская рабочая программа должна точно так же подробно описывать образовательные результаты, как они описаны в Федеральном государственном образовательном стандарте. И должна соотносить все свои понятия, то есть все свои позиции с Федеральным государственным образовательным стандартом. Поурочные цели, рекомендации по достижению образовательных результатов, которые также в книге для учителя очень тщательно прописаны. Я вам покажу. Коммуникативные технологии формирования ценностных ориентиров. И цикл уроков, который обеспечивает развитие речевых умений, то есть движение обучающегося, учащегося по достижению этих образовательных результатов от более простого к более сложному, как и ведет все развитие человека. Полимодальные упражнения, в которых задействованы все 4 вида речевой деятельности. Это очень хорошо, когда вы можете увидеть упражнения, в которых задействованы все 4 вида речевой деятельности, потому что вы понимаете, что урок у нас 45 минут, а в некоторых школах и 40 минут урок. То есть уроки небольшие, и поэтому концентрация информации, концентрация работы на уроке должна быть очень большой. И ребенок, который участвует в уроке, в движении урока, он должен быть задействован в один момент как бы в большом количестве упражнений, можно так сказать, потому что то полимодальное упражнение, в котором задействованы 4 вида речевой деятельности, и те полиаспектные упражнения, которые реализуют все 4 аспекта иноязычной культуры, мы понимаем, что в один момент времени мы овладеваем сразу большим комплексом, даже того не понимая. И каждый раз я показываю, то есть вы обращаете внимание, те из вас, которые работают по УМК нашего авторского коллектива или хотят присоединиться к тем, кто работает, то есть поймите, повнимательнее обращайте внимание на вот эти упражнения, не пропускайте, видите их подоплеку, потому что ребенок действительно, иногда бывают такие как бы замечания учителей, что говорят, даже вообще непонятно, как дети научились, то есть даже учитель не осознал, как прошел вот этот аспект научения, потому что все заложено благодаря Ефиму Израилевичу Пасову, его коммуникативной технологии и так далее и тому подобное. Проектная деятельность, конечно, и это одно из средств достижения образовательных результатов. Вы понимаете, вот уже сейчас можно увидеть небольшой такой как бы контроль, и это в обновленном едином государственном экзамене. То есть умение доложить, умение прийти к какому-то результату, все здесь очень хорошо доложено. Памятки, которые помогают овладеть рациональными приемами обучения. И это тоже очень важно. Я вам покажу, тоже дальше мы это все просмотрим. Ну и, конечно, систему специальных и неспециальных упражнений, которые готовят учащихся к государственной итоговой аттестации, а также к международным исследованиям, такие как ПИЗа, например. Потому что те же учащиеся 15-летние, они участвуют вот в этом срезе. И мы, как учителя иностранного языка, можем очень многое сделать для того, чтобы наши дети, учащиеся, справились хорошо и вывели нашу страну на более высокий уровень. Если мы с вами посмотрим, что же нам предписывает ВГОС достижение образовательных результатов, мы видим, каких результатов? Это личностные, это метапредметные и предметные. И если мы посмотрим на ту программу, концепцию коммуникативного язычного образования Ефима Израилевича Пасова, на основе которой созданы учебники, то мы видим, что
Да, то же самое заложено в концепции. Внести вклад в становление личности гражданина России, личностные результаты, готового и способного осуществлять межкультурное общение, предметные результаты, и продолжать дальнейшее самостоятельное овладение иностранным языком, метапредметные результаты. Таким образом, иноязычная культура является средством достижения образовательных результатов. Иноязычная культура составляет содержание иноязычного образования. Процессуальные аспекты образования, воспитательный, познавательный, развивающий, учебный, они очень коррелируются с образовательными результатами. Вы это видите на данном слайде. И обеспечивают результат образования, то есть гражданин России, соответствующий национальному воспитательному идеалу, способный к межкультурному общению и дальнейшему самообразованию. Что опять же, если мы посмотрим с разных сторон, мы видим, что здесь и функциональная грамотность заложена. То есть, видите, в одном концепции она обеспечивает реализацию всего, как образовательных результатов в ВОСе, так и тех же результатов функциональной грамотности и тому подобное, да, и так далее. И о чем я вам говорила. В каждом книге для учителя, вы видите, да, здесь иконочку, все прописано. То есть вы можете понять и увидеть, какие же личностные результаты достигаются в конкретном цикле, на конкретном уроке. Это... Да, из книги для учителя, шапочка к 4 классу, к циклу. Вы видите, что все прописано согласно новой терминологии. То есть вы можете осознать и понять, над чем идет работа в каждом цикле и в каждом уроке, как меньшем компоненте. То есть вы наглядно представляете. Видите дальше, метапредметные результаты точно так же, они прописываются по всем позициям. Вы помните, у нас их 3 группы: познавательные, коммуникативные, регулятивные. Внутри еще есть разбивочка. То есть вы можете увидеть, как это все закладывается в учебниках, ну, и прописывается, соответственно, в книге для учителя, чтобы было понятно. И, естественно, предметные результаты, которые у нас тоже, согласно ГОСу, обновились и стали более подробно прописаны по каждому году обучения, что тоже можете увидеть организацию книги для учителя. И это поможет организовать свою работу. То есть вы понимаете наглядно, что учебники соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, новым. Они соответствуют обновленные учебники, которые вот уже тоже готовятся в обновленном виде. Книги для учителя обновляются, чтобы было полное соответствие уже новому федеральному государственному образовательному стандарту, чтобы облегчить вашу работу, чтобы вы понимали, как, над чем работать на каждом уроке, в каждом учебнике. И, о чем я вам говорила, на каждом уроке более мелкие достижения результатов, то есть более подробно, более конкретно, потому что, конечно, к циклу более глобально, а к каждому уроку более понятно. То же самое мы увидим на ступени основной школы. Вы видите примеры из 8 класса, из 9 класса. Точно так же все аспекты прописываются и результаты на каждом уроке и в каждом цикле. Это все можно увидеть. Что помогает достигать образовательные результаты? Конечно, это цикл уроков, как я вам уже говорила, от простого к сложному. Цикл строится на основе стадиальности развития того или иного навыка или умения в каждом виде речевой деятельности. То есть это научная подоплека. Мы начинаем с формирования навыков, мы заканчиваем развитием умения. Здесь представлена структура цикла уроков начальной школы. Вы видите, она немножечко такая как бы маленькая, я бы сказала, потому что мы с вами сравним сейчас с основной школой. Но полноценная структура от формирования, еще раз подчеркиваю, к развитию умения. То есть мы видим формирование лексических навыков, то есть мы с вами говорим, формирование грамматических навыков. Видите, внизу у нас иконочка формирования навыков чтения, очень большой пласт уделяется в 3 классе, начинается с 2 класса, но есть даже специальный урок еще дополнительный в 3 классе. Конечно, развитие умения читать. Вы помните, без смыслового чтения сейчас никуда, как и метапредметного умения, как предметного умения.
как с той же читательской грамотности. Это этап совершенствования навыков, развития умения общаться, в котором представлены проектная деятельность, о чем мы тоже с вами уже говорили, и этап развития умения самоконтроля и самооценки, то есть регулятивные умения, которые тоже очень важны. Ребенок должен осознавать, на каком уровне он находится. Все вы знаете сейчас о формирующем оценивании, то есть мы должны давать ребенку возможность определять и оценивать себя самому и контролировать, чего я достиг, куда мне нужно двигаться и так далее и тому подобное. Если мы с вами посмотрим на первый этап, этап формирования навыков. И вот примерчик из книги, из учебника для 3 класса. Вот посмотрите, вот 3 урока формирования лексических навыков. Естественно, я тут по одной страничке, они двухстраничные, но вы можете наглядно увидеть это. Формирование навыков чтения, вы видите, там иконочку я показывала, и формирование грамматических навыков. Обратите внимание, почему цикл. Вы видите в красных рамочках, да, ну и присмотритесь, да, может у вас там побольше экранчик. Одно слово, вот оно выделено, то есть вы понимаете, что грамматические навыки строятся на знакомой лексике. У ребенка должна быть одна трудность, то есть ввели слово clean, и вот оно, это слово clean, у нас и для формирования навыков чтения, и для формирования грамматических навыков оно же используется. Естественно, я не стала выделять все, иначе будет невозможно прочитать, но если вы посмотрите, то вы увидите ограниченное количество лексических единиц, ограниченное количество грамматических явлений. Но грамматические явления нас ограничил вроде бы как бы ВОЗ и примерная программа, нам в этом как бы проще, да, проследить. Лексические единицы ограничений нет, только по количеству. Но количество должно быть качественным. То есть ребенок должен с этой лексической единицей сжиться и присвоить ее, и тогда, конечно, он достигнет, просовершенствует речевые навыки и сможет использовать эту лексическую единицу для общения. А вы помните, что цель у нас какая? Гражданин, который сможет осуществлять межкультурную коммуникацию. Вот примерчик, да, из 4 класса. Здесь уже у нас нет промежуточного того урока, да, на развитие умения читать, потому что уже все эти умения в чтении, точнее навыки чтения достигнуты. И урок формирования лексических навыков, урок формирования грамматических навыков. Но то же самое строится на знакомой лексике, потому что цикл тематический, посвящен определенной теме, проблеме, и движение идет от лексики, обычно грамматическим навыкам, через грамматические навыки к совершенствованию. Конечно, неотъемлемая часть – это развитие умения читать, вы понимаете. Ему надо уделять больше внимания, чем тоже развитие аудирования, потому что, конечно, развитие умения читать обеспечивает большой пласт информации, который и грамматической, и социокультурной, и так далее, и тому подобное. И вы видите, посмотрите, о чем я вам говорила. Комплексные упражнения. Упражнения 3 в 1, 4 в 1, в котором и метапредметные, и предметные результаты, то есть полиаспектные упражнения. И функциональная грамотность подключена. То есть если вы посмотрите, например, из 3 класса, вы видите, что в данный момент на данном упражнении уже учащиеся, они изучают местоимения, личные и притяжательные, там объектные, по-моему, да, местоимения. И вот на данном этапе учащиеся уже понимают вот эти references, то есть связи между предложениями. Они читают памятку и осознают, что тоже she, да, передает девочка, да, что заменяет что. И это очень важно. Вы понимаете, что данное умение, оно не всегда срабатывает не то, что на ОГЭ, оно и на ЕГЭ часто у детей отсутствует. То есть и при написании сочинения дети путаются вот с этими местоимениями, не понимают, и читают, когда они не понимают. Вы даже можете представить и вспомнить задание на ЕГЭ, когда вынесено слово, да, в задании multiple choice на чтении, спрашивается, к чему относится это местоимение, что оно заменяет. То есть такие задания вы прекрасно можете вспомнить. Когда надо начинать работу? Ну, естественно, не в 10 классе, а вот с 3 класса. Когда работа системная, когда она налажена внутри работы по достижению образовательных результатов, тогда и будет вот это полноценное достижение образовательных результатов. Если вы посмотрите на урок
из 4 класса урок по чтению, то опять же вы видите, что, проверяя понимание текста форматом multiple choice, параллельно идет работа над теми же правилами чтения. Уже специального урока невозможно выделить, потому что, конечно, нет места. Вы знаете, у нас все ограничено, количество часов не очень большое. Но вы видите, что здесь подспудно вспоминаются правила чтения, потому что эту работу вы тоже не можете бросить. Вы тоже должны постоянно с этим работать. И Ольга Евгеньевна говорила, что тот же умение читать, чтение вслух, упражнения на чтение вслух, они должны быть заложены. Каждый автор, да, и следующий автор будет, который выступает перед вами, он тоже вам будет это говорить. То есть, когда мы работаем на достижение образовательных результатов, тех, которые проверяются на государственном экзамене, на основном государственном экзамене или на едином, или когда, может быть, те, которые не вынесены в данный момент, но они в данный момент не вынесены, а в следующий момент они могут быть вынесены. Та же функциональная грамотность, она должна быть заложена обязательно в учебнике, потому что иначе вам придется самим разрабатывать эти упражнения, потому что никто с вас это задание по функциональной грамотности не снизит, не снимет его. Ввели, да, это тоже стратегически важное направление в данный момент в образовании, то есть над этим нужно работать. Вот это все заложено, то есть умение выбирать информацию, умение анализировать информацию и так далее и тому подобное. Если мы с вами посмотрим на этап совершенствования навыков, развития умения общаться, то в начальной школе, конечно, он именно такой. То есть у нас пока еще, да, репродуктивные упражнения. Но построена на лексической таблице. Что такое лексическая таблица? Она, конечно, помогает раскрывать суть понятия и способствует комбинированию лексических единиц. А вы помните, что комбинирование – это предпосылка для гибкости навыка. То есть, если я не заучиваю наизусть, я могу перестроить, я могу комбинировать. Конечно, тогда я смогу справиться с любым заданием на говорение, на экзамене, с любым заданием на письмо в экзамене. И да, вот с этими заданиями, не говоря уже о том, что задания в лексическом блоке, в грамматическом блоке и так далее и тому подобное. Развитие умения самоконтроля и самооценки. Это специальные уроки, конечно, Test Yourself, которые представлены, да, на каждом этапе, в каждом учебнике, в котором вы видите, что контролируются все виды речевой деятельности. Все виды речевой деятельности заложены. Все предметные результаты. И метапредметные, потому что упражнения построены таким способом, что они максимально, может быть, даже некоторые упражнения опережают, да, как бы я бы сказала, те экзамены, которые существуют. Но именно что ребенок, конечно, видите, и cultural awareness, то есть тот же социокультурный аспект, который проверяется у нас на олимпиадах, да, и так далее, и тому подобное, все здесь заложено. Если мы с вами посмотрим на структуру цикла уроков в основной школе, то вы видите, что здесь добавляются у нас уроки развития, умение аудировать, читать, писать. Урок монологической речи, урок развития диалогической речи, конечно, проектный урок и так далее и тому подобное. Уроки совершенства речевых навыков в данный момент строятся на основе разговорного текста. Опять же, да, ну посмотрите здесь, да, что он выступает как содержательная база. Упражнение учит выделять основную мысль, а также смысловые связи, логику построения, функциональную направленность. Стимулирует выражать отношение к тексту и отраженной в нем проблеме. Это вы помните, что очень важно. То есть ребенок должен присваивать то, что он читает. Не текст отдельно, а жизнь отдельно, а текст в жизни или жизнь с текстом. И возможность использовать, применять да, материал текста применительно к себе. Вот примерчики. То есть вы видите пример вот из 6 класса. То есть законченное монологическое высказывание. Собрасовывать, да, через упражнения, направленные на перефраз, на комбинирование. Вы помните, комбинирование – это основа формирования гибкости навыка. Трансформация языкового материала. Средства логической связи, которое помогает выстроить высказывание логично на уровне расширенного сверхфразового единства. Урок развития диалогической речи. Здесь и диалог, и речевые функции, и построение воспроизведения диалога по функциональной модели, что практически мы сейчас видим, да, на ОГЭ и увидим на ЕГЭ.
да, когда у нас вот как раз мы разыгрываем вот этот диалог, да, в данном случае расспрос в ЕГЭ-ОГЭ, ну, и тут у нас тоже функциональные модели совершенно разные. Монологическая речь. Опять же, да, вы видите, что движение о чем говорить? О том, что прочитал, обменяться информацией, да, поделиться, рассказать, да, и выйти на какой-то новый уровень. Если мы с вами будем говорить об обучении аудированию, то, конечно, вы видите, специально в каждом цикле есть урок, посвященный, мы с вами посмотрели по схеме, обучению такому важному виду, как аудирование. И вы видите, что направленность стратегическая, она разная. То есть в каждом цикле работа идет концентрированно над определенным умением. Видите? И вот да, я выделила красненьким. То есть вы видите, уже заложено вот это извлечение необходимой информации. То есть видите, какие умения? Прогнозировать содержание, концентрировать внимание на необходимом и правильно записывать ответы. То есть уже это давно заложено, да, и этому уделяется работа. Что мы сейчас видим? Встречается в новых ОГЭ, в новых ЕГЭ. Да, вот у нас упражнение. Тут же дается памятка, видите, completed notes, то есть слушание с извлечением конкретной необходимой информации и делай записи. Вот оно все это заложено. И видите упражнения, которые обучают вот этому важному умению, которое потом контролируется на экзамене. На одном и будет контролироваться на другом. Обучение письму. Опять же, посмотрите, разные типы заданий. И письма и официального характера, и рецензия, и личное сообщение, письмо официального характера. То есть даже на уровне 9 класса учащиеся имеют возможность сопоставить и увидеть разницу между личным письмом, официальным письмом, конечно, соблюдая этикет и так далее и тому подобное. И даже сочинение, потому что в АГОСе, да, даже той же основной школы, записано, что ребенок должен иметь возможность достичь таких результатов, что высказывание, сообщение о себе. Да, это все тоже заложено в ВОСе. Хочу подчеркнуть, что возможность, вот это, да, ученик имеет возможность научиться, вот эту фразу, да, помните, да, она у нас есть, она имеет, никто ее не отменял. То есть как этого достичь? Конечно, нужно представлять задания разных уровней сложности. Дети разные, да, то есть должны иметь возможности дети, которые, ну, более, вы знаете, у вас есть дети более одаренные, которые могут сделать более сложные задания, чтобы не было скучно, чтобы их было дифференцированное обучение, никто не отменяет. Построение индивидуальной траектории обучения никто не отменяет. То есть задания разных уровней сложности должны быть представлены в учебнике. То есть и по заполнению таблицы, видите, и по возможности высказать свое мнение и так далее. Ну и подходим с вами к варианту по подготовке непосредственно к экзамену, что я говорила, средства подготовки к государственной итоговой аттестации. Бывают специальные, это разделы Test Yourself, мы с вами уже видели, да, вариантик. Preparation for Testing, это в 9 классе у нас. Контрольные задания тестовых форматов в специальных сборниках Assessment Tasks, контрольные задания. И не специальные, это упражнения и в учебнике, и в рабочей тетради, книги для чтения. Вы видите виды тестовых заданий, которые они присутствуют. Понятно, что в данный момент они не все присутствуют на государственной итоговой аттестации, но вы видите, как меняется государственная итоговая аттестация. И если не закладывать все виды заданий, то, возможно, дети, которые обучаются по какому-то УМК и где не заложены такие задания, не справятся с заданием, потому что могут с ним никогда не встретиться. Да, вот вы видите, если, например, вот видите задание Error Correction, то есть в данный момент в ОГЭ его нет, но его не было и в ЕГЭ. Но если вы видели перспективную модель ЕГЭ, то вы помните, что там вот этот формат уже присутствует. И поэтому вполне возможно, и скорее всего, он появится на едином государственном экзамене. Ну, а потом, может быть, спустится и в ОГЭ и так далее. И вот если мы с вами посмотрим про ОГЭ, будем говорить про ОГЭ, то есть такой формат, как вот умение воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию и представлять ее в виде несплошного текста в таблице. Как же с этим работать? Конечно, опять же говорю, надо начинать работать. Мы не можем начать работать только в 9 классе, достичь этого умения. Они заложены еще, видите, на уровне начальной школы. Видите, упражнения присутствуют.
При этом, обратите внимание, есть памятка уже в начальной школе, которая помогает справиться с таким видом заданий. Конечно, продолжается работа и на этапе основной школы. Вы видите представлены упражнения такие, где нужно записать, да, что он там делал, принц Уильям, да, где он был, что он делал. Ну, понятное дело, за такое короткое время, как у нас выделено на сегодняшнее выступление, нельзя показать все задания, но вы можете представить, да, какие варианты существуют и заложены в учебнике УМК нашего авторского коллектива. Или вот такое сложное задание, даже я вам покажу. Умение создавать развернутое письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, диаграммы. Что, наверное, очень страшно тем же у нас выпускникам, которые в этом году уже сдают ЕГЭ. И вот они увидят там вот такую таблицу. Ее нужно проанализировать. Когда надо начинать? Ну ладно, мы с вами уже не будем, конечно, начальной школы анализировать это, хотя тоже представлены там диаграммки в небольшом виде. А вот уже начиная с 5 класса, то есть с первых ступеней основной школы мы видим эту работу. Работу над умением создавать небольшое письменное высказывание на основе представленной в таблице информации. То есть интерпретация информации присутствует. Вы видите, вот она основа. То есть дети должны прочитать этот график и заполнить высказывание, то есть интерпретировать это. Если над этим работать, начиная с 5 класса, а возможности есть, вы видите, в УМК они заложены, то, конечно, проблем по интерпретации информации не будет. Вы видите даже то же высказывание «a bit more popular», то есть то, что нам сейчас вот нужно здесь высказать по таблице. Да? То есть, видите, с 5 класса уже работа есть. Ну и, конечно, продолжается через всю основную школу. То есть даже вот такой вариант, не повторять проценты, а при сравнении, видите, и противопоставление, вот оно есть, и как сказать словесно, то есть 1 из 5 – это 20%, половина или треть и так далее, 2 из 5 – это 40%. То есть даже вот такая математическая грамотность, я бы вам сказала, но вот она заложена, потому что без той же функциональной грамотности вы никуда не денетесь. И большое внимание должно уделяться, конечно, метапредметным результатам. Вот уже видели, уже сколько сносочек, да, вот были странички из учебников, и вы видели там памятки. Или на странице памятка присутствует, или памятка присутствует в конце учебника, на нее идет ссылочка. Это очень важно, умение учиться, потому что приемы овладения другими предметами не всегда могут быть перенесены на урок иностранного языка. Даже они метапредметные, но да, были проведены исследования, не всегда они коррелируются, и умение заполнять ту же таблицу на русском языке не всегда ребенок перенесет это умение на иностранный язык, а с иностранного языка перенесет. Поэтому нам большая должна быть забота наша. Рассчитывать на успех при ограниченном количестве часов можно в том только случае, если ребенок будет уметь работать самостоятельно. Ну и понятно, что в школе, в начальной школе, в основной школе и в старшей школе закладываются только основы овладения языком. А вот умение учиться, вы понимаете, что сейчас мы живем в ту эпоху, lifelong learning, то есть учиться всю жизнь. И если ты умеешь учиться, организовать свою деятельность, то, конечно, ты справишься. Вот видите памятки. И опять же, даже опять, вот видите, памятка из 2 класса, интонация, значит много, как оформлять, как готовиться. Вот это даже памятка, ее можно чуть ли не на 9 класс экстраполировать, и они посмотрят, учащиеся, если кто-то вот там забыл что-то, и вспомнят, как читать тот же текст на чтение вслух. Или как находить необходимую информацию в тексте, что дети у нас сейчас не всегда умеют, да, то есть читают текст прям от и до, водя пальцем, вплоть до каждого слова. То есть вот она памятка в 4 классе присутствует. И, конечно, естественное движение по основной школе, вы видите, количество памяток, оно есть, оно продолжается, оно развивается. И даже если вы сравните потом вот предыдущий слайд и этот, то вы увидите, что памятки об одном и том же, но на новом уровне, с добавлением новых каких-то знаний и так далее и тому подобное. Очень хочется обратить ваше внимание, что задание в учебнике. Учебник мы проходим, дети приходят в школу не для того, чтобы готовиться к ЕГЭ. Ну, к ЕГЭ, может быть, потом некоторые приходят готовиться к ЕГЭ. Но вообще дети приходят в школу, чтобы общаться, чтобы узнавать новое. Поэтому задания в учебнике должны носить проблемный характер. Они должны быть интересны детям. То есть себе содержать
Знания плюс функциональность. То есть не академические должны быть упражнения, а за упражнения функционального характера. Тогда они могут быть перенесены в жизнь. Потому что вот сейчас вы, наверное, тоже сталкиваетесь, что дети приходят на урок английского языка, и они, все остальные знания, они их бросают, то есть они их не могут применить. Как помните, вот тот слайд был, в котором мы с вами смотрели, где нужно применить и сказать, вот это, где нужно перевести вот это и сказать, что 40% можно вот так словами выразить, 2 из 5. Да, и дети сразу начинают думать, а некоторые учителя, мы же гуманитарии, мы начинаем тоже усиленно думать. А нужно уметь вот это все понимать. Вот это и есть функциональный характер, то есть уметь применить свои знания для решения какой-то проблемы. И посмотрите, как выглядят упражнения. То есть упражнения имеют характер. Дети должны проблему решить. Почему дети называют этих животных лучшими друзьями? Не найди, что там написано, да, а ты пойми, почему, да, что хорошо, а что нехорошо в данной ситуации. Да, хорошо ли, когда кто-то делает за тебя домашнюю работу? Прям вот, да, вот это вот можно в эссе выносить, да, которую у нас сняли в ЕГЭ. То есть вы представляете, какой проблемный характер, но все есть. То есть в учебнике вы помните, что у нас идет от навыка к умению. То есть все заложено для того, чтобы дети справились с данным заданием. Ну и, конечно, вот эта технология формирования ценностных ориентиров от восприятия факта через осознание, сопоставление, анализ к действованию, она тоже очень помогает. И это тоже очень важно, что это заложено в УМК, потому что это точно очень важно, потому что с тем же можно сопоставить, с той же функциональной грамотностью, с теми же глобальными компетенциями, с которыми у нас дети не вполне справляются. Вот оно я вам показываю, тот же факт культуры, да, который мы представляем, вот учебник из 5 класса, когда восприятие и когда оно у нас, да, это я куда-то что-то там воткнула, да, получается, да, восприятие, и потом дети могут это все преломить, рассказывая о своей культуре. Ну, да, я немножечко даже тут сэкономила некоторое количество времени. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что вы прониклись. Презентация, я думаю, она будет доступна, может быть, и запись там идет, вы сможете потом еще раз обратиться, потому что, конечно, за такое короткое время очень сложно сообщить все, да, что у нас работает на достижение образовательных результатов. Посмотреть вебинар авторского коллектива вы можете, да, по ссылочке. Спасибо большое. Ольга Викторовна, спасибо большое за ваше информативное выступление. Ну а мы продолжаем, к сожалению, подходит к концу наше мероприятие и завершает его заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат гранта Москвы в сфере образования, учитель школы 1282 «Сокольники» и автор линии УМК «Английский язык» сферы для 2-11 классов Елена Юрьевна Смирнова. И в рамках своего выступления вы получите полезную информацию о данном УМК, она расскажет об особенностях организации процесса обучения английскому языку с использованием линии УМК сферы, а также о способах преодоления возможных трудностей в работе при подготовке обучающихся государственной итоговой аттестации. Елена Юрьевна, я передаю вам слово. Спасибо большое. Я надеюсь, что все меня слышат. Уважаемые коллеги, очень рада вас приветствовать в конце нашего сложного большого рабочего дня. Только сейчас отвела 6 уроков, кружок в 3 классе. И вот теперь хочу рассказать вам о том, что УМК сферы, серии сферы, является действительно залогом успешной работы современного учителя английского языка по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Ну, начать свое выступление я бы хотела, конечно, с замечательных слов Сухомлинского, которые были также предоставлены нам замечательным нашим издательством «Просвещение», где действительно говорится о самом важном для нас с вами, уважаемые коллеги. Наше богатство – это наше время, поэтому я берегу ваше время и постараюсь вас особо не задержать, остановившись на самых главных аспектах нашей с вами работы. Мы с вами сегодня поговорим о том, что наша успешность зависит, конечно, от того, какой инструмент находится у нас в руках.
И если это учебник или ОМК серьезный, проверенный, составленный полностью в соответствии с современными требованиями к иноязычному образованию, то, конечно, по такому учебнику работать легко, радостно. Я бы даже не сказала легко, а удобно. А может быть, после этого и радостно. Для того, чтобы говорить о преимуществах данного ОМК, я бы хотела сначала сфокусировать ваше внимание на то, что я не только автор замечательного международного коллектива, результатами трудов которого явилась вот эта замечательная линейка, вся линия ОМК-сферы со 2 по 11 класс, но я и учитель, практик, учитель общеобразовательной школы. И вы видите перед собой на слайде здание, в котором я работаю. Это уже новое здание, построенное вместо разрушенного старого довоенной постройки. Работаю я уже 37-й год. Работаю в общеобразовательных классах, поэтому все чаяния учителя современного мне очень хорошо знакомы. Мы в нашем общеобразовательном отделении, школа наша – это большой комплекс, в нем есть отделение, где есть углубленное изучение английского языка на базе первой английской школы, когда-то это была первая английская школа Москвы. Мы общеобразовательное отделение. Я ни чуточку не жалею, что я работаю здесь, потому что сколько бы меня не уговаривали перейти на углубленку, я остаюсь верной общеобразовательной школе, несмотря на то, что заканчивала когда-то английскую спец. Перед вами не только фотография нашего замечательного здания, школа 1282 «Сокольники». Перед вами учебники серии ОМК для 5, 6, 7, 9, 10 и 11 классов. Именно по этим учебникам я и мои коллеги работаем в нашем общеобразовательном отделении. Вы зададите вопрос, почему нет 8 класса? 8 мы возьмем на следующий год. И тогда у нас будет выстроена вся линейка по средней школе. Что касается начальной школы, то там мы решили, раз уж мы присоединились к первой английской, в началке у нас идет углубленка по Старлайту, по звездному английскому. Но с удовольствием и родители, и дети переходят потом в 5 классе на наш учебник сферы, а те, кому действительно английский язык прямо по сердцу, переходят в отделение с углубленным изучением английского языка. Вот так немножечко я вам рассказала о себе, а значит, вы уже поняли, что говорить я сейчас буду конкретно, по факту, о своих наработках и о том, что подтвердилось на практике. Понимаете, я тот редкий, счастливый, наверное, учитель, которому довелось работать по своему учебнику. И каждый раз на каждом уроке я понимаю, работает здорово. Давайте посмотрим, как именно это работает. В чем залог успеха? Да прежде всего в том, что УМК-сферы сочетают очень умело классический подход и инновационный подход. Мы ни в коем случае не отрицаем всего того современного, важного, что сейчас предлагается в школе. Нет, мы современная школа и современный ОМК. Однако то, что наработано было, то, что имело свои результаты много лет назад, мы не отрицаем. И посмотрите внимательно на характерные черты ОМК. Пока я буду говорить, вы уже пробежите глазками все, что здесь написано. Я уверена, что вы быстро это сделаете, как учителя практики. Мы по диагонали умеем это читать. Но я бы хотела обратить ваше внимание на те галочки, которые я поставила. Вот все, что здесь перечислено, конечно, характерно всем современным ОМК по английскому языку. Сейчас большое разнообразие ОМК по английскому языку на российском рынке, и все это достойные ОМК. Мы сейчас будем говорить о преимуществах вот этого ОМК-сферы.
И здесь действительно есть очень привычные и учителям, и ребятам, и их родителям, и бабушкам, и дедушкам упражнения. Однако написанные с учетом современных подходов. Здесь есть четкая структура тематических циклов. Заблудиться в учебниках невозможно. Это действительно на практике все показано. Невозможно заблудиться. И, наконец, реализация дифференцированного подхода к обучению. Да, в общеобразовательной школе, уважаемые коллеги, у нас с вами разные дети. Есть очень талантливые, есть не очень талантливые, а есть очень-очень не очень талантливые. Но, тем не менее, наша с вами миссия – научить их всех. Содержание учебника дает нашим ребятам вот такие возможности, и я бы хотела обратить ваше внимание на последнюю галочку. Самостоятельно осваивать языковой материал. В наше трудное время, когда классы уходят на дистант, школы уходят на дистант, и нам приходится самостоятельно давать возможность ребятам осваивать языковой материал. Давайте посмотрим, полистаем учебник и посмотрим по отдельным аспектам, о чем я хотела бы сказать. Почему готовить ребят к итоговой аттестации, да не просто даже к итоговой аттестации, а к успешной взрослой жизни удобно, если вы используете ОМК-сферы. Ну, во-первых, давайте посмотрим аудирование. Я специально для вас работала сегодня над этим, вернее, работая над этой презентацией, подготовясь к встрече с замечательными коллегами из КОМИ, я очень хотела показать то, что действительно наработано. И те классы взяла, те учебники, по которым мы работаем. Реальные задания, которые уже апробированы на моих общеобразовательных детях. 5 класс, 7 класс, 9, 6. Обратите внимание, конечно, я понимаю, что слайд мелковат, но, может быть, у вас есть возможность в конце рабочего дня все-таки повнимательнее присмотреться, вы увидите, что задания максимально приближают наших детей к заданиям итоговой аттестации. Да и тем заданиям, которые им потом придется когда-то решать. Ведь воспринимать речь иноязычную на слух – это не только воспринимать речь учителя, привычную речь на уроке. Это всевозможные шумы, это всевозможные помехи в звучании. Вот в сферах все это представлено в материалах для аудирования. А вот вам 10 и 11 класс, и для 10 класса конкретно дается даже подсказочка. Вот такие стрелочки экзем перестают пугать детей совсем. Причем, более того, мне кажется, они даже радуют детей. Когда они видят стрелочку экзем, даже те, кто не сдает экзамен, а я уверяю вас, очень немногие сдают экзамен в общеобразовательной школе, все равно они с удовольствием эти задания выполняют, потому что им хочется проверить себя, насколько я лично готов вот к такому заданию, к выполнению такого задания. Что касается чтения с различными стратегиями, то учебники, начиная с начальной школы, просто я не брала для данного вебинара началку, я взяла среднее и старшее звено, мы видим, что специально есть раздел Extended Reading, чтение с различными стратегиями, где содержатся не только огромные тексты, которые не должны уже пугать наших детей, они к ним уже привыкают и понимают, что весь текст детально читать не надо, нужно оттуда достать нужный материал. Какой материал? А тот, который заложен в следующих упражнениях. Это не значит, что в других разделах учебника текстов для чтения нет. Конечно, во всех модулях, во всех циклах, а в каждом учебнике, начиная с 5 и заканчивая 11 классом, 6 циклов, что очень удобно, 2 цикла весна, 2 цикла зима, 2 цикла осень, что-то я наоборот начала уже,
сказывается усталость сегодняшняя. Но факт остается фактом. Мои коллеги, которые начали в этом году работать по сферам у нас в школе, говорят, слушай, что действительно удобно. Удобно так работать. Вот это то, что я и пыталась сделать. Мы, вернее, всем нашим коллективом. Но идея была моя, а воплотили мы все вместе. Итак, помимо того, что тексты всевозможной тематики, нужной тематики, важной тематики, интересной тематики существуют в каждом цикле в большом разнообразии, есть отдельный раздел чтения с различными стратегиями. Представляете, в 5 классе, 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 таких разделов в каждом классе. Помимо всего прочего, есть еще в каждом классе раздел в каждом цикле «Мир», «Российский уголок». Вот они представлены перед вами, эти тексты. И несмотря на то, что их так мало, но я постаралась как можно больше вам показать, что они такие маленькие, вернее, мелкие, извините, все равно мы видим, что тексты объемные и задания разнообразные. И, конечно, чтение с различными стратегиями продолжается еще в уроке метапредметных навыков. Это тоже в каждом разделе каждого класса присутствует. Вот теперь обратите внимание, какой объем предоставлен в учебнике, но он четко спланирован с тем, чтобы не выходить за наши с вами 35-36 учебных недель. Все сделано для того, чтобы вам удобно было составлять планирование и удобно было работать с этим учебником, и чтобы вашим детям тоже было удобно. Лексико-грамматические задания. Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, опять я классы для вас подписала. Повторяю, что это учебники, по которым мы сейчас работаем. Я и 3 моих замечательных коллег в нашем общеобразовательном корпусе. И вы видите, что и лексика, и грамматика, они максимально приближены, опять задания максимально приближены к тому, чтобы подготовить ребенка к любому формату экзамена. Научился человек работать в этом формате, ему уже ничего не будет страшно. Научился в другом, замечательно. В 3. Чем больше будет разнообразных упражнений, тем лучше. Нельзя зацикливаться на одном и том же. Это здорово навредит нам с вами и нашим детям в первую очередь, потому что мы приучим к одному, а нам возьмут и вернут что-нибудь этакое. И я теперь, оглядываясь на всю свою педагогическую карьеру, уже не удивляюсь ничему и готова к любой новости, которые меня могут оглаушить или ошарашить завтра, послезавтра, через месяц. Обратите внимание на то, что стрелочки, вот у нас здесь стрелочка экзамен, есть только пока написано в 9 классе, но уже сегодня в 7 классе, где у меня учатся слабенькие дети, это кадетский класс, это дети своеобразные, там вот похожее задание и тоже стрелочка экзамен. У меня сегодня урок прошел блестяще, когда они увидели, что, оказывается, за интересное задание, да еще нужно написать заглавными печатными буквами. Ну, просто замечательно сегодня восприняли это задание. Поэтому тренируем мы это уже с 7 класса, а может быть и раньше. Но только вот печатными заглавными пока только с 7 по сферам идет. Лексико-грамматические задания 10 и 11 класса, конечно, нацелены не столько на успешную сдачу итоговой аттестации, но и на прохождение любой диагностики, абсолютно любой диагностики. Я всегда говорю своим детям, ты можешь не сдавать экзамен по английскому языку, если тебе это не нужно. Но у тебя будет главный экзамен в жизни. Это твоя успешность. Это потом возможность содержать себя, свою семью и своих родителей. Помни об этом. Хочешь быть успешным? Работай сейчас. А я, как учитель, тебе помогу. Вы знаете, здорово срабатывает.
Даже немотивированные дети начинают стараться и работать. Письменный раздел. Пока письмо другу. Да, изменился немножечко формат. Незначительно он изменился. Потому что, просто из обычного письма перешли мы в разряд электронного письма. Но если вы внимательно посмотрите, то у нас здесь задания-то уже в сферах и идут. Email, email, email. Мы не пишем адрес, мы не пишем дату, а все остальное мы пишем практически так же. И начиная с 5 класса мы приучаем детей писать письма, отвечая на вопросы, следуя строгой схеме, плану, и тогда нашим детям уже ничего не будет страшно. Письмо в 10 и 11 классе, личное письмо, конечно, приближено максимально к экзаменационному материалу. И вы видите в 11 классе стрелочки exam, а в 10 классе вот такие интересные значки на полях красненькие. Это взят скриншот из учебника с дополненной реальностью. 10-11 классы сфер – это учебники с дополненной реальностью. Если вы внимательно посмотрите материалы издательства «Просвещение», там есть замечательные вебинары, посвященные как раз этому. Наши современные дети, где бы они ни жили, где бы они ни находились, они без своего телефона жить не могут. И им этот учебник интересен и полезен. Наведя камеру телефона на эти значки, они видят дополнительные задания, которыми можно заниматься. И еще обратите, пожалуйста, внимание. Весь учебник буквально напичкан вот такими маленькими квадратиками, маленькими рамочками, где написано «More help». Я об этом расскажу чуть подробнее попозже. И grammar file. Да, мы допускаем, что ротация учеников огромная. Меняются, приезжают к нам в Москву, приезжает очень много детей из регионов. И, конечно, уровень языковой разный, а им хочется тоже быть на высоте. И, конечно, грамматический материал, справочный материал, содержащийся в УМК сферы, это кладезь вот для таких детей, которые, допустим, постесняются подойти к учителю. Или гордость не позволит, сам разберусь. И грамматический материал там дан легко, доступно, в основном на примерах. И это, кстати, тоже отголоски прошлого. Когда-то мы с вами, коллеги, учились английскому языку, используя паттерны. Помните, были такие паттерны? И вот мы тренировали и выходили на новый уровень с помощью этих паттернов. Вот здесь та же самая история. По примерам удобнее работать, поэтому в сферах упражнений повышенной сложности обязательно содержат перед собой пример. Первое предложение или два предложения у нас сделаны с помощью, то есть сделаны уже авторским коллективом, как образец, чтобы ребенок, пусть даже взрослый ребенок, 10-11 класс, мог опираться на этот образец и идти дальше. Он тогда понимает, что нужно сделать, и у него формируется хороший, полезный навык выполнения таких учебных действий. Устная речь, всевозможный формат. Это и рассказ по опоре, по плану, что требуется, например, в 9 классе на устной части. Это монологическая речь по нелинейному тексту. Это приближает нас уже к новому формату ЕГЭ. Это рассказ по картинке, что необходимо тоже на ЕГЭ. Это вставить нужные слова, устно произнести. Все эти упражнения нацелены на формирование умений определенных, умений устной речи, грамотной, правильной устной речи, на развитие этих умений, на тренировку этих
навыков и их отработку. В старших классах перед нами уже вовсю идут диаграммы. Диаграммы сначала вы можете, конечно, устно их тренировать, пожалуйста. Мы, например, это делаем на уроке устно. Вы можете задать в качестве письменного домашнего задания, приблизив тем самым задание к формату ЕГЭ. Только не забудьте тогда дать план рассказа, письменного рассказа. Устная речь также разнообразна. Упражнения по устной речи пронизывают все учебники, начиная с 5 и заканчивая 11 классом. Устный элемент экзамена, конечно, самый сложный. Там еще появляются и психологические проблемы. Ребенок прекрасно может знать, но он боится говорить перед публикой. Но мы-то с вами этого ребенка уже знаем, поэтому мы с вами стараемся его спрашивать как можно чаще, чтобы он этот страх в себе потихонечку перебарывал. Вот то, о чем я вам говорила, это о разноуровневом подходе. Дети разные, есть очень способные, есть не очень способные, но они все хотят быть успешными. Вот, пожалуйста, в 7 классе. С 7 класса мы уже начинаем раздел помощи для дифференцированного обучения. Есть упражнение, достаточно сложное, к примеру, в учебнике. Оно не одно, естественно. Таких упражнений достаточно много. И какой-то ребенок понимает, что он это все сделает сразу и прекрасно. А какому-то ребенку, к сожалению, трудновато. Вот для него есть эта рамочка More Help. Более того, указана страница. Открывает ребенок эту страницу и видит такое же упражнение, но там уже даны варианты. Выбор. А из выбора-то легче уже выбрать. Меньше шанс ошибиться, чем просто продумать, какое предложение там написать. Похожая же ситуация идет, то есть с 7 класса до 11 идет. Посмотрите, пожалуйста. 11 класс. Тема экология. Трудная тема. А тут нужно сразу назвать там 3 вещи, которые можно сделать, чтобы сэкономить энергию, 3 вещи, чтобы сэкономить там тепло, еще что-то. Ну, попробуйте по-русски это сказать. Трудно, конечно. Кто-то сделает сам, а кому-то нужна помощь. И этот кто-то сделает воспользуется этой помощью дома или даже на уроке, где дан справочный материал. Посмотрите, вот на страничке 146 в разделе помощи под табличкой, самим упражнением, под упражнением даны фразы. Эти фразы можно использовать. Но это тоже получится работа, потому что из этого большого количества фраз нужно будет выбрать те 3, которые прикрепить к одному пункту, 3, которые прикрепить к другому, 3, которые прикрепить к третьему. Это тоже нужно думать. Это тоже работа. Но наш предвыпускник чувствует себя более уверенно. У него появляется доверие к учебнику, доверие к учителю. А значит, плюс к нашей мотивации. Вернее, не нашей мотивации, а мотивации самого ребенка к изучению английского языка на хорошем уровне. И, наконец, радость для учителей-практиков. Разделы подготовки к итоговой аттестации. Помните, я вам говорила в начале своего выступления, что в каждом учебнике, начиная с 5 и заканчивая 11 классом, у нас 6 циклов. Так вот, в каждом цикле есть раздел Exam Practice. Поэтому в каждом цикле мы видим упражнения, составленные в формате итоговой аттестации. 8 и 9 классы в формате ГИА 9 класса, а
10 и 11 уже подготовка к ЕГЭ. Конечно, я не стала вам все скриншоты здесь помещать, потому что я считаю, что вам достаточно здесь увидеть только пример. Мы видим примеры, повторяю, только в 10 классе 6 таких разделов, в 11 6, в 8 6, в 9 6. Это я не говорю о тех упражнениях с меточкой exam, которые у нас идут, начиная с 7 класса. В результате наши дети привыкают к выполнению таких заданий. Итак, преимущество, подводим итог. Я не хочу никого задерживать. Я свято чту слова Сухомлинского и полностью с ним согласна. Преимущество ОМК-сферы для обучающихся, для наших с вами детей. Неважно, в каком классе они находятся, в 5 или в 11. Пробегите, пожалуйста, по диагонали этот текст, обращая внимание на замечательные синие звездочки. Вот это то, чем я вправе гордиться, и действительно, что работает на все 100%. Вообще работают все эти 13 пунктов на все 100%. Но вот это те звездочки, которые отличают ОМК-сферы от других замечательных, повторяю, ОМК. Это и помощь в работе, о чем я с вами говорила, помните, образцы в начале каждого упражнения. Это четко сформулированное задание. Ну что самое скучное для детей? Это читать задание, что там нужно. А если там задание больше, чем упражнение, так ребенок уже устает читать это задание, у него на упражнение уже не хватает сил. Самостоятельное освоение языкового материала на злобу дня. И, наконец, последнее – это встроенная система подготовки. То есть уже на самом уроке, на самих уроках, в урочной системе вы в каждом своем ученике развиваете те языковые навыки, тренируете те языковые навыки, которые необходимы для работы, для сдачи экзаменов или же для успешной жизни в будущем. А может быть и для того, и для другого вместе. Ну и, конечно, уважаемые коллеги, я не обидела вас. Посмотрите внимательно преимущества ОМК-сферы для учителя. Для труженика учителя, для борца и героя, как говорит один приятель нашей семьи, да вам медали надо всем давать, вы уже в 7 утра на работе. Да, дорогие мои, но наша с вами медаль – это успешность наших учеников. Строгое соответствие в ГОС. К вам не прицепится, не привяжется, простите мой английский, никакая проверяющая комиссия. Четкая структура учебника и циклов. Легко составлять КТП и рабочую программу. Возможность организовать дистанционное обучение. По сферам дистанционное обучение организуется прекрасно. Вы помните, что у нас дистанционно 20 минут урок идет. Так вот, за 20 минут мы по сферам все успеваем. И дальше ребята работают самостоятельно по тем упражнениям, которые они должны проработать. И, наконец, встроенная система подготовки ГИА – это радость и бонус для многих учителей-практиков. Если вас заинтересовал этот ОМК, вы можете, конечно, воспользоваться бесплатным банком ресурсов ОМК-сферы. Наше замечательное издательство «Просвещение» всегда идет навстречу учителю, труженику, и дает возможность посмотреть бесплатные компоненты материала к урокам, скачать их и посмотреть запись вебинаров и презентаций также бесплатно. На всякий случай вдруг понадобится это сферы в федеральном перечне, по которым вы можете сейчас, вот наша школа сейчас уже заказывала учебники на будущий год в соответствии с этим федеральным перечнем. И, наконец, телефон, видите, как я уже, все, пора заканчивать.
наши контакты, по которым, вот по этому электронному адресу, конечно, вы можете задать свой вопрос, любой, и мы с удовольствием на этот вопрос вам ответим. Наша замечательная команда «Сфер» всегда идет навстречу творческим, ищущим учителям, которые пытаются взять что-то новое в своей жизни. И помним, дорогие коллеги, чем больше нового мы привносим сами в свою жизнь, тем дольше мы будем оставаться молодыми, энергичными и жизнерадостными. На этом я хочу пожелать вам удачи в работе, здоровья большого и вам, и вашей семье, и побольше радости и улыбок. Всего вам доброго. До свидания. Елена Юрьевна, спасибо большое за выступление, за вебинар. Уважаемые коллеги, мы, к сожалению, завершаем нашу встречу. Если есть какие-либо вопросы, отзывы, пожалуйста, сейчас у вас есть возможность задать. У нас осталось несколько минут буквально. Коллеги? Так, ну, судя по всему, нет. Ну что ж, я еще раз всех благодарю за внимание, за интерес к нашему издательству, к нашим авторам. И отдельно благодарность выражаю Светлане Семеновне за организацию сегодняшней встречи. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.